Я надеюсь, меня слышно. Вот что хочу сказать про Навального. Ну, во-первых, я наблюдал вот все расследования ФБК, ну не все, большую их часть, потому что там было много коррупционных разных дел, и ну, там был сенатор, который там на дорогах они воровали, там потом там много разных историй было, связанных с коррупцией и прочее. И в определенный момент его отравили новичком, он попал в Германию, все знают эту историю. И вот тогда я понял, что ему не надо возвращаться. И я понимал, что если он вернется, то его убьют, ну, либо он будет пожизненно сидеть. Вот как бы для меня это было очевидно. Но, тем не менее, и Навальный, я так думаю, внутри души он тоже это понимал. То есть он как бы внутри души это все понимал, но, тем не менее, пошел вот на то, чтобы отдать себя вот как жертва вот ради той борьбы, которую он вел. И когда он прилетел, когда его еще не убили, вот я помню, его арестовали в Москве в аэропорту, и потом выходили огромные митинги. Я вот помню, митинг был в январе 2021 года, и потом в апреле 2021 года. Вот я сам с города Уфа, и у нас в январский митинг, когда я там ходил, там выходило 6 тысяч человек примерно. 6 тысяч человек выходило. И я могу сказать, что у нас это огромное число. То есть у нас миллионный город, 6 тысяч человек, это ну просто на какие-то другие оппозиционные мероприятия выходило максимум 500 человек. То есть сравните, на все другие мероприятия максимум 500, в поддержку Навального 6 тысяч. То есть как бы это огромная как бы разница. Вот. И это показывает о том, что люди его любили, люди хотели свободу, совершенно разные люди выходили. Но в основном, конечно, молодежь, студенты. Такие более советские люди, они в меньшей степени выходили, но тем не менее. То есть огромное число. Потом, естественно, это все задавили. У нас координатора штаба Навального посадили, потом ее обменяли, Лилию Чанышеву. И в апреле тоже выходили, и там много разных моментов было. И уже тогда я понимал, что, в принципе, как бы ни к чему это не приведет, в плане того, что не будет смены режима, не будет разных других моментов, потому что у режима как бы есть разные механизмы. Ну, ГБУХ, она очень сильная, давайте так откровенно скажем. То есть это ядерное государство, которое имеет ресурсы, там, нападать на другие государства и прочее, прочее, а с внутренней оппозицией они справятся вообще без проблем. Тем не менее, вот то, что сделал Навальный, я бы сравнил его с Данко. То есть вот вы знаете, есть такой Данко, который вырвал сердце и отдал свою жизнь за то, чтобы люди как бы не теряли надежду, боролись. И он с помощью вот этого сердца, которое он вырвал из себя, он освещал дорогу и показывал, как надо быть настоящим лидером. И он отдал себя в жертву вот той борьбе, которую он вел. То есть это по-настоящему смелый человек, смелый оппозиционер. И я раньше как бы на эту тему думал, и думал, что в России есть только два политика. Это Путин и Навальный. Вот кроме них остальных политиков нету. То есть вот он единственный, который вот реально пошел и принес себя в жертву. Вот. Потому что вы все знаете, там в Госдуме нет, там как бы всякие прочие, якобы оппозиции, их как бы, фактически они все прикормлены к власти. Вот. И прочее, прочее. Некоторые олигархи, которые уехали, там тоже им дали уехать, там тоже, собственно, понятно, как бы, что они не оппозиция, а вот Навальный представлял как бы проблему, и когда его хотели обменять на киллера одного, фамилию я не помню, Красиков, по-моему, да, Красиков, вот, собственно, понятно было, что Путин не может его обменять, и высока вероятность, что его убьют. И, собственно, его убили, и как бы, как отдавали труп его матери, тоже, понятно, такая насмешка со стороны Путина, как бы всех, чтобы запугать, чтобы все поняли, что как бы ГБУХ все контролирует там и так далее, и так далее. Тем не менее, вот то, что сделал Навальный, это, вот знаете, в фильме «Властелин колец» там есть момент, когда на крепость нападает, и там есть отряд бойцов, которые против орков выходят, и они идут на смерть. То есть они там их задержали на какое-то время, все погибли, ну как бы вот примерно так. И то, что сделал Навальный, это в принципе, как Данко, да, то есть вот то же самое. И поэтому вот он должен остаться в памяти как светлый человек, и он навсегда вписал свое имя в историю России, как бы, и он любил Россию, и, в общем, при нем бы точно не началась война против Украины, при нем бы точно было бы больше федерализма, при нем бы точно было бы меньше коррупции, как бы это все очевидно. Поэтому как бы вот он светлый человек, и светлая ему память. Спасибо.